Так, видно ли меня, слышно ли меня? Так, видно меня, слышно меня? Видно и слышно. Так, ассаламу алейкум. Приветствую всех. Так, сегодня я решил чуть-чуть в связи с месяцем Рамаданом. Сегодня я решил выйти пораньше. Так, в эфир. Нет, без очков не лучше. Дал обал дуэль масера, дуэль дал обал маргибат. Дал дал дуэль дал каба мокшал хунар дуинал луэлуэн. Ва алейкум салам, ва алейкум салам. Ассаламу алейкум. Так. Дерес хур, ва алейкум салам, Юсуф. Шарани азив, good. Мистер Грей. У мистера Грея уже готовый был вопрос, видимо. Мистер Грей, Астан, добрый вечер. Такой вопрос. Что можно, а что нельзя считать сплетнями? Меня учили, что нельзя обсуждать людей за их спинами. Но ваша деятельность и тумсо открывает людям глаза. И у меня диссонанс. Ну, во-первых, сплетни это говорить за спиной. Да? Мы это говорим открыто. Да? Мы же не анонимы, как тут некоторые анонимно там говорят и не представляются. Я говорю от своего имени, я открыто говорю о нарушениях. Если этих нарушений нет, и я кого-то оговорил, есть право, где можно подать в суд, обжаловать это дело, да? Ну или как они делают, прислать там бандитов и попробовать как-то повлиять на то, чтобы я прекратил свою деятельность. Поэтому это не сплетни. В чем сплетни? Хотя, сплетня тоже понятие такое растяжимо. Нужно сперва дать определение слову сплетни. Так, студент Тито, Аса, у меня есть тебе одна просьба. Прости меня ради Аллаха в этот священный месяц Рамадан. Если я в чем-то про тебя говорил плохое, прости меня ради Аллаха. Ради Аллаха я прощаю тебя и прошу всех прощения. Тоже если я кого-то обидел словом, делом или еще как-то. Какая у вас позиция, новости спрашивают. Я не могу разобраться с вашей позицией. Смотрите, у меня четкая позиция, вроде бы давно пора разобраться, если вы следите за моей позицией. Ва алейкум салам. Добрый вечер. Как у вас дела, говорит, from the mountain? Добрый вечер, from. Супер дела, все отлично. Так, Шарани Азив, если завтра Российская Федерация, Украина побратаются, заключат мир, что будет с батальоном шейх Мансура и Джахара? Не знаю, что будет. Думаю, пока это слишком невероятный сценарий, что они вот завтра побратаются. Конечно же, для того, чтобы у шейха Мансура и Джахара Дудаева батальонов были не просто добровольцами, они должны как бы иметь политическую составляющую своих действий, да, наше руководство. Это сложная история, мы много говорим на эту тему, но все само собой станет как нужно. Пока оставим это. Так, салам алейкум, братья. Ва алейкум салам, сенатор. Ассалам алейкум, ва алейкум салам. Ни одного знакомого лица.
Да. Видимо, Кристина, все только с 9 у нас знакомы, а сегодня пораньше чуть вышел и другие люди. Так. Имперская Россия рухнет, Аслан говорит. Егор Дубинин. Да, абсолютно я в этом убежден. Я думаю, 2-3 года, и той России, которую мы видим, ее уже не будет. Я в этом практически убежден. Практически убежден. Но Чеборс говорит, Амара Цедост. Хамарга Истельч би Мацедост. У нас еще 2,5 часа почти. Так, Аслан, вы против? Ну, давайте про это не будем, деятеля, говорит, все, это мы уже обсуждали. Я за, а не против. Ватный самолет загорелся, пассажиры говорят, что были летающие, что были летающие крематории. Да, к большому сожалению, вчера загорелся самолет, путинский летающий гроб, который сперва поднялся, вылетел на Мурманск, потом, видимо, из-за неполадок развернулся, сел, и в этот момент у него при касании с землей, видимо, произошла искра и произошло возгорание. 41 человек просто сгорели заживо, там, в этом самолете. Ну, самое то, что было интересно, заметить, что люди успели спасти своими чемоданами. С чемоданами люди убегали из этого, что было просто... Главное успеть взять чемодан. Так, песочный человек. Астам, можно вопрос по поводу украинских миротворцев? Я тут подумал, если бы, не дай бог, третья чеченская, русская чеченская, надо говорить, мы можем в Чечню отправить армию Украины. Как бы чеченцы отнеслись к армии Украины? Ну, мы никогда не будем против, но не будет третьей русско-чеченской войны. Мы с русскими решим миром. Да? Мы будем сейчас решать дипломатическим путем, юридическим путем будем решать. Поэтому я думаю, все, на этом вопрос больше не будет. Я надеюсь на это, да, и все, кто призывает решать силовым путем, я категорически против этого и считаю это провокацией. Надо решать юридическим путем, а не оружием чеченскую проблему. Да, нам потребуются, наверное, миротворцы, чтобы решить этот вопрос, да, что пока мы изберем власть, пока мы изберем парламент, нам нужны будут миротворцы. Будут это украинцы, отлично, будут это грузины, отлично, кто бы он ни был, ну, воевать мы больше не будем, мы будем только созидать, дай Бог. Мы будем только созидать. Каплан, ассаламу алейкум, брат. Меня хотели насильно отправить на Украину, типа добровольцев. Ва алейкум салам. Ты имеешь в виду из временно оккупированной Чечении, да, тебя хотели отправить? From the mountain, Астан. Я почитал письмо от МИД Ичкерии к нашему правительству. 100% согласен. Сегодня у нас очень плохое руководство. Чтобы вы знали, весь грузинский народ был за наших кистинцев. Вообще сами признали. Да, очень приятно. Конечно, нет разницы, какой национальности граждане грузины, граждане Грузии. Они все являются гражданами одной страны, имеют равные права. И хорошо, что вы так считаете, конечно, это очень правильно. Мансур Шейх, совет тебе, Аслан, учи дин. Совет тебе, Мансур Шейх, не учи меня, лучше учись сам. Лула-лала, слушай, по-моему, ты не искренен. У меня были сомнения, и они, увы, подтвердились. Ты в курсе, что Всевышний в курсе того, что в наших сердцах. Так что, да, я в курсе, вот я не в курсе. Ты в курсе того, что я в курсе?
Откуда ты можешь знать, что если Всевышний знает, ты откуда знаешь? Ты за себя отвечай, аноним. Так, Андрей Соболев, Аслан, привет с Краматорска. Привет, Краматорск. Ассаламу алейкум, хауми телефон чухаусара. Ва алейкум салам, чинху, машволь. Так, Каплан, я приехал в Москву, в Европу. В Европу. Так, Аслан, тебе не кажется, что ты наивно надеешься на юридическое решение проблемы? 54-461. Нет, мне не кажется, я наоборот убежден в этом. Почему же наивно? Вы недооцениваете силу закона, силу права. И наша ошибка, что, ну, я не знаю, кто вы, аноним, который даже не определить, по какому национальности вы принадлежите. Юридически проблема наша была большая в том, что мы, когда готовили тысячи воинов, хотя бы десяток юристов не подготовили здесь, в Европе, владеющих именно международным правом, владеющим языками, там, английским, французским, да. Это наша большая ошибка. Посмотреть, как делать. Ну, конечно, решать будет тяжело, особенно если никто в этом мне не будет помогать. Но я буду стараться, а там результат от Всевышнего. А там будет, что будет. Ассаламу алейкум из Норвегии от лица всего норвежского королевства. Милан Бек. Ва алейкум салам, Норвегия. Так. Абу Умар Аллах. Ассаламу алейкум, Аслам. Приложим все усилия, чтобы решить миром, но если нет, то тогда нам не оставят выбора. Ва алейкум салам. Нет, все будет намного лучше, чем мы предполагаем, да, Алмула. Самуэль, ассаламу алейкум, аслам. Мара Дестина, брат. Ва алейкум салам. Хунда, терхитонса, Дестина учена. Так. Виктор Орлов, Аслам, будут ролики с дедусиком? Обязательно будут. Весер Эрде. Аслан, откуда тебе знать, что не будет третьей кампании? Весер Эрде, во-первых, не компании, во-первых, не в компании, а войны, да, или геноцида, который мы пережили. Во-вторых, я не говорю, что я знаю, я говорю, что я буду прилагать все усилия, чтобы больше не было войны. И все, кто предлагает вести войну, там, убивать всех там кадыровцев, я считаю этих людей провокаторами. Да, может быть, они обиженные люди, может быть, там, ну, задеты. Я тоже, скажу так, не очень доволен тем, что произошло. Но при всем при этом провокации, призывать всех убивать, провокации, призывать там, установить там исламский халифат там, и так далее. Мы должны построить нормальное демократическое государство в соответствии с нашей Конституцией. Другого мы построить не можем и не сможем. И никто нам в этом не даст. Мы должны построить нормальное цивилизованное государство. И никакой войны не будет. Да, Алмулла. Преступники, конечно же, будут преследоваться. Я один из немногих людей, кто открыто это призывает. И русские преступники, и российские преступники, и чеченские преступники должны быть привлечены к ответственности. Я об этом открыто заявляю. Они анонимно призывают резать всех кадыровцев и так далее. Зачем это говорить? Это просто провокация. Вы нам не даете построить государство. Вы от нас отпугиваете людей, когда вы такое говорите. Значит, дикари. Вот я несколько дней назад говорил с американцем Полом Гобелом. Он сказал, что вот из-за вот радикальности нашей, да, предпочитают оставлять нас под контролем России. Потому что если это не будет делать Россия, кому-то другому надо будет это делать. Потому что мы начнем там резать кого-то, убивать, и придется вводить. Но он так не говорит, это я уже так домысливаю. Если это не Россия убивает, то придет, например, там
станем мы европейской страной какой-нибудь, да, нас придется кому-то тоже это убивать, и тогда уже они должны будут это делать. Никто же не хочет связываться, понимаете? Никто не хочет связываться. Поэтому я не знаю, будет ли война или нет, но надо приложить все усилия, чтобы не было этой войны. 54-461, чеченец, говорит. Ну, раз чеченец, тогда это очень хорошо, что ты это понимаешь. Сенатор Аслан надеется на юридическое решение этого вопроса. Аслан, обещаю, иншаллах, мы порешим эту проблему только после того, как будут всех ватников пустить через крематорию. Вот видишь ты вот тоже. Так. Вадим, Аслан, привет из Архангельска. Всех благ тебе и твоим близким. Спасибо, Вадим. И взаимно. Спасибо. Приветствую. Амир Наргиев. Ассаламу алейкум, Аслан. Ва алейкум салам. Дику. Дал Бухаста. Ва алейкум салам, Амир Наргиев. Джон Маккей, надо было после ифтара, как-то весело. Ну, тогда уже будет неинтересно, уже время позднее будет, пока поедим, пока это затянется. Ну, посмотрим. Вот сегодня так попробуем, завтра, ну, в следующий раз так попробуем. Я думаю, делать пореже эти. Я, во-первых, не успеваю, во-вторых, это слишком много. Чем много говоришь, тем больше ошибаешься, как говорится. У меня громкость слабая, или что, или это Мара действует на Аслана. Ну, я не знаю, может быть, я тихо говорю. С картой боев, мистер Фридом, все нормально. Оплата произведена, часть оплаты произведена. Работа ведется. Помощников не особо много. Так, я перемотаю, друзья мои. Хорошая громкость, отлично. Так. Чего, все уже устали? На этом можно уже заканчивать. Так, Адам, ассаламу алейкум ва рахматуллах, дорогой брат. Во-первых, поздравляю тебя с наступившим месяцем Рамадана. Есть и такой, Аслан, такой вопрос. Где и как можно получить паспорт Ичкери? Слышал, в Англии дают нашим паспортам Ичкери. Ва алейкум салам. Спасибо за поздравление, я тебя тоже поздравляю. Паспорт Ичкерии можно получить на сайте Чечен Пресс. У меня здесь тоже есть, и ссылка была, и в Инстаграме у меня есть, где я там с паспортом вот так сижу под этой фотографией. Можно там все это разузнать и там получить паспорт. Вильпес Инкульта. Аслан, тебя приглашают на политические передачи. Ну, вот у меня 2 или 3 есть там. Интервью просят, ну, дать.
Пока так, на политические передачи, на какие? России я враг для России. У нас никаких политических нет, чеченских как таковых. Ну так, звонят, там пишут, пообщаться. Все. Артур, ассаламу алейкум, ты делаешь огромную работу, брат, баркалауту. Баркалхун от Ингуша. Ва алейкум салам, дейрез массайна хуйруэн. Салам хаиец бо оқбаслан оқур. أول وجه دين ده تغي إتسالهم يتس عملوا قدرتيش عينك. Рамазан Ильясович, даргинцу дадут любому, если речь о паспорте, дадут, если двое граждан Ичкерии поручительством, ну, станут поручителями. Нарт Циркасьян. Ассалам алейкум. Ты прав на все 100%, говоря о радикализме, и что это используется впоследствии против. Это провокация, благодаря которой отчитывается перед всем миром, руководствуясь борьбой с экстремизмом. Ва алейкум салам. Да, совершенно верно, и многие люди не понимают. Многие люди просто, я удивляюсь этих людей, ну я имею в виду за чеченцев, за граждан Ичкерии. Просто, вы меня просто, я не жил долго среди чеченцев, и ну, разочаровываете меня. Ну, так глупо, уперто стоять на своем, не слышать даже аргументов, даже не слушать аргументов. Я просто был лучшего мнения о некоторых, ну, о части. Ну, ничего не поделаешь, даже такие вы мои. Анна Александриди, тхомецту асна. Как думаешь, увидим мы эту свободу при нашей жизни? Джон Маккейн, конечно, увидим. Конечно, увидим. Арсамак Кавказский, Аслан, как ты думаешь, режим Путина долго продержится? Я не знаю, гадать не буду, но я думаю, 2-3 года будут большие изменения в России. Большие. Миланбек, Аслан, поясни, на что обиделся Тумсо, что ты ему такого сказал, что он не хочет слышать о тебе. Он отказался от стрима с тобой и не объяснил вообще почему. Может, ты скажешь, в чем дело? Я не знаю, на что он обиделся. У него просто реакция какая-то детская была. Я не знаю, много там было. Мы знакомы с ним, раньше знакомы, общались там. И человек сейчас уже по-другому смотрит. Я не знаю, на что обиделся. Я не знаю, чего он добивается. Я не знаю, чего он хочет. Я абсолютно не понимаю этого человека. Мы ему советуем, я ему посоветовал. Человек реагирует, выносит нам такфир всем, с другими, с русскими дружит. Я не знаю, если он думает, что из русских ему будут лучшие друзья, чем мы, он ошибается. Война Юнайтед, Аслан, иншаллах, не будет войны и победа за нами без войны. Если бы у меня было богатство и здоровье, я отдал бы все это, но есть знание языка. Скажи, что понадобится или как мне выйти на связь. Война Юнайтед. Ну, нам нужно писать везде, доносить, заниматься информационная деятельность – это огромнейшее оружие, это огромный потенциал. Сейчас мы можем много что сделать. Поэтому у меня есть, пока мы на связи, я просто не успеваю всем все говорить. Мне многие сейчас начали писать. Спасибо, Баркал Масена Дейресвует. Сагат Дарншум Гард, что Вахкавинация Вол, при всем том, что как бы много есть таких разных противоречий, да, по отношению меня там начали сейчас грязь заливать. Хорошо, что есть, которые понимают. Вообще любое общество, любой народ
Им движет маленькая группа, малая группа целеустремленных таких, нацеленных людей. Поэтому я думаю, у нас отлично все будет, да, Алмула. А так, можешь, вот у меня под описанием есть e-mail, можно на e-mail написать, ну, чтобы контакты держать. Тут можно писать, можно самому начать просто деятельность, там, писать разные инстанции, там, журналистам, блогерам, политикам, в том же и в Фейсбуке, в Инстаграме, постоянно доносить нашу позицию по мере возможности, если ты вот владеешь языком. Вот так вот. Егор Дубинин. Аслан, аннексия Крыма — грубейшая ошибка Путина. Ну, да. Аслан, у нас в Украине засняли фильм под названием «Иловайская история». В фильме одни актеры исполнили роль кадыровцев. Ассаламу алейкум, брат. Фадеш вого, ингуш войнах. Ва алейкум салам. Умдеша, матхуз. Ашу холмагар. Так, я опять перемотаю, друзья. Так, Амир Нарги, у меня есть опасение, что если мы вовремя не построим демократическое государство, не заключим договор с нормальными союзниками, то на Кавказ, после того, как уйдет Российская Федерация, протянут руки Иран. Даги уже есть. Да, конечно. И не понимая это, самое главное, вот те преступления, которые над нами совершены, их мы тоже не сможем решить, понимаете? Если мы не станем нормальным государством, не станем независимым, свободным, цивилизованным государством, мы не сможем привлекать. И все, что над нами сделано, прощено. Это обидно просто до безобразия. Так, Русик Раисов. Аслан, слышал телефонный разговор Дугазаева и Минкая. Что скажешь на это? Ну, это несколько лет назад этот разговор был записан, как я понял. И он составлен, как мне Минкаэл об этом сказал, этот разговор вырезан из этих там и так далее. Я как раз хотел бы вот по поводу вот этого деятеля поговорить. Его имя называть мне просто противно, да. Тут есть разные люди, которые, возомнив себя какими-то мужчинами, кого-то называют мужчинами, кого-то выводят из мужества. Так вот, есть клопообразные, как их Дудаев называл, да, клопообразные существа, которые угрожают людям, которые тут вызывают там на бой какой-то там, вызывают там, не говорят, конечно, что один сам конкретно придет, непонятную такую речь я слышал, да, ну, я много слышал непонятных речей, много косноязычно слышал. Ну, вот такого вот непонятно закрученного я вот очень долго пытался разобраться, что к чему. И хотел бы напомнить, что тут есть право, закон, да. Если бы не было бы права закона, мне было бы достаточно просто намекнуть. Просто намекнуть. И было бы совсем все по-другому. Но так как здесь есть закон и право, никто не имеет права угрожать блогерам, правозащитникам, и тем более клопообразное существо, клоп по факту, оценивать мужские достоинства, человек, который равен насекомому, не имеет права. Соответственно,
этими клопообразными я буду решать в соответствии с действующим законодательством Германии. Никто не вынудит и не спровоцирует меня нарушить законодательство. Я всегда буду придерживаться немецкого законодательства, так как я дал согласие, когда просил политическое убежище, соблюдать закон и уважать немецкие законы, а я, как мусульманин, должен соблюдать договоренность, которая у меня заключена. И как юрист, правовед, как защитник прав, я должен это соблюдать. Поэтому клопообразным разным я попросил бы лишний раз себе статью не делать здесь, потому что я буду решать все в соответствии законом. Так, я думаю, кто должен, тот понял. Кто должен был понять, тот понял, я хотел сказать. Так, дальше. Купер 9999. Аслан, спасибо за работу. Толкаю массы. Запад нам поможет. Только Запад нам поможет. Да, совершенно верно. Конечно, только Запад может нам помочь. Так, Алды, ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Да, саду Алды. Хаданат. Шудейда, кто меня знает, тот меня знает. Да, да. Совершенно верно. Ординарный экстра. Дугазаев тоже в Гамбурге бывает, говорит, бывает, почему бы вам не встретиться? А я с клопообразными не встречаюсь. Я же только что объяснял. Не поняли? О чем говорить с клопообразными? Хусейн Джабраил, Аслан Аллаху Ал-Шуайло, ва алейкум салам. Абу Умар Алла, смысл с ним встречаться, говорит. Да. Закон Путина это и есть куфар, Джахар Муртаза. Так он хочет что-то от вас, а не знаю, я не знаю просто. Я тоже не знаю чего. Все будем решать в рамках закона. С любыми. Мы здесь с клопами не хватало еще общаться. Купер 9999. Асан, спасибо за то, что прочитал мой коммент. Запад, сила, Запад нам поможет. Запад, сила, Запад нам поможет. Конечно. Аслан, чем помогает Тумсо своей болтовней чеченскому народу? Я не знаю, тишина 19. Просто больше не хочу я этого человека обсуждать. Витиш, Аллахиш, пускай занимается. Он сказал, что он блогер и что он будет заниматься. Пускай занимается, все. Так, Аслан, 9 мая праздник уже устарел, уже нет СССР. Да, нет СССР. Джон Маккен, Клопов давят, да, но мы будем, чтобы запаха не было плохого, мы на этих клопов просто будем обращать внимание не больше ручкой, да, не будем давить. Пускай занимаются специальные спецслужбы, которые занимаются вот этим по выведению клопов. Это не наш уровень. Так. Толик Звалинский. Украинцы меняют президента в 6-й раз. Аслан, здравствуйте. Почему гордый чеченский народ не может бросить нынешнего своего императора? Толик, вы такую сейчас просто ересь сказали. Просто даже отвечать просто неохота. Понимаете? Мы 25 лет находимся в состоянии войны. Мы потеряли 30% населения. Вы такой бред сейчас сказали. Просто, мне кажется, вы только или проснулись,
Или вам надо к врачу. Так, дальше. Аслан, ты знал, что серп и молот — это смерть и голод? Ну, так говорили, да. Так, Рамазан Ильясович, дело в том, Аслан, что аудитория в интернете в основном молодые идеалисты. Но твоя работа абсолютно правильно, результат будет, желаю успехов. Рамазан, ну на самом деле не такие уж и молодые. Там у меня же есть статистика, да, я вижу по статистике у себя, кто смотрит, сколько мужчин смотрит, сколько женщин, возраст, откуда смотрят. Все я узнаю. Там, кто отписался, например, там говорят столько там, все, я отписался. По факту он, знаешь, не был там подписан, потому что он не отписался. И как бы, ну, не знаю. Ну, результат. Я просто уверен в том, что я говорю, понимаете? Я просто знаю, как это должно быть. Я абсолютно убежден. Не просто в сегодняшних правонарушениях, которые творит там кадыровский там марионеточный режим, там, то, что там происходит. Я убежден, как надо построить государство. Я вижу, какое оно должно быть, потому что здесь масса примеров, на каких мы должны опираться, на какие мы должны опираться примеры. Поэтому и я вижу, куда нас ведут. Куда нас ведут, ну, точнее, уже привели, мы уже полной, уже приведенном, вот находимся уже в тупиковом состоянии, и мы буксуем на месте. Буксуем, буксуем, буксуем. А зачем мы буксуем, я не могу понять. Для чего это делается? Кому это выгодно? Почему нам не дают развиваться? Почему нас так загнали? И вот на все эти вопросы хочется вот ответить, хочется донести людям, хочется, чтобы люди смотрели, понимали, собирались. Я знаю, я верю, что малой группой можно двигать народы в определенном направлении. И я собираюсь, эти малые люди, я же не один, я знаю много лиц, которые уже готовятся, уже понимают. И я говорю то же самое, что они думают. Да? Это не я сам сижу и придумываю. Хотя то, что я выражаю, это только моя точка зрения. Она может не совпадать даже с моими соратниками, с моими единомышленниками. И я знаю, что я соберу группу эту. Я доношу мнение, и в конце концов мы придем к тому, что мы должны развивать наше государство в том направлении, в котором нам принесет пользу, да? А не так, что мы будем буксовать, и нас будут оставлять под сапогом, под жестким прессингом России только и лишь из-за того, что мы просто не сформировались как государство, как люди, которые готовы управлять государством. Это большая ответственность. И это так обидно, когда говорят, когда ты считаешь чеченцев очень там хорошими, очень мудрыми, очень... И ты знаешь, что есть такие. И просто обидно. Я надеюсь, что все изменится. Купер 9999. Аслан, ты на правильном пути, не слушай никого. Ты понял то, что большинство не поняли. У тебя есть ум и аналитический подход. У тебя государственное мышление, а не мелкое базарное видение вещей. Да, баркала, брат. Аслан, как ты считаешь, если Ингушетия потом назовут Ингерия, все же мы братские народы? Не знаю. Мы братские в любом случае, как бы кого ни называли. Джон Маккейн, я поддерживаю тебя и твоих друзей на все 100%. Умные, правильные вещи говоришь. Надо было раньше. Надо было раньше. Ну вот. Мы это давно делаем. У нас есть группа в Фейсбуке. Мы точечно ведем, да?
Вот YouTube, он по большей части для людей, которые ну, не хотят читать. Да? Инстаграм и YouTube это для людей, которые ну, неохота им читать или искать информацию. Да? Здесь все уже подготовлено, и вот выдается информация в YouTube, допустим, и она усваивается. Ну, для большого круга зрителей, да? Для большого круга людей YouTube, да, и Instagram, допустим. А мы в Фейсбуке давно ведем эту работу. Я еще с Москвы вел эту работу, потом, когда здесь, уже когда открыто уже здесь начали говорить, много очень умных ребят, нас знают, мы знаем, русских знаем, там, демократов, там разных, реальных, настоящих, да, демократов. Также европейских мы знаем, а нас знают, нас приглашают там на разные мероприятия, да, мы там проводим разные мероприятия по мере возможности. А вот выйти в YouTube, да, и просто необходимо нужно было донести позицию, что мы не все радикальны, да, что у нас есть Конституция. Ничего против ислама, религии. Я тот человек, который защищал людей, которых боялись защищать другие адвокаты. Да, просто боялись. И я здесь считал своим долгом, потому что эти люди защищали там свободу, государство, религию, да. Ну, произошла небольшая подмена. Это очень долгий вопрос, очень сложный, который мы должны упорно доносить до людей. Поэтому я думаю, все будет хорошо. Будем потихоньку доносить. Так. Ну, у нас закрытый Кэп Беккер говорит, Аслан, как найти вашу группу в Facebook? У нас группы закрытые, наши группы. Но меня в Фейсбуке можно найти там, у меня в описании есть. И потом надо просто этих людей выискивать, общаться. Ну, это много лет мы этим занимаемся. Мы много лет занимаемся. И вот я просто вышел вот сейчас в YouTube. Да. Как получается у меня судить вам? Ну, делаем как можем, да, доносим позицию до молодежи. И, ну, тоже есть результат, потому что не все бывают в Фейсбуке. Кавказ и горы. Аслан, где ты был раньше, когда пешком ходил под стол? Ну, под столом, наверное, был. Раз когда пешком дошел. Купер 9999. Аслан, Россия, поняв, что чеченцы наивные и в большинстве неграмотные посредством религии, очень умело манипулируют чеченцами. Они тактично смывают чеченскую идентичность, толкая чеченцев на восток. Да, да, совершенно верно. Совершенно верно. И чеченцы в своем вот в этом незнании, они уперты, и это очень тоже печально. Я не знаю. Я теперь понимаю Аслана Масхадова, который ничего не мог с ними сделать. И если это так, я верю, что справимся с Россией, но если мы не будем сами, ну с кем? Просто я удивляюсь. Аслан Дерзкий, ва алейкум салам, машал хур. Торрен Старк, Аслан, когда объединитесь в Тумсо? Я ни с кем не буду объединяться, который не признает Конституцию. Все, у меня есть закон, у меня есть государство. Человек, который не признает государство, что с ним объединяться? Пускай подрастет, поумнеет, вот тогда подумаем. Извиниться как за оскорбление, которое он наносил старшему, тогда подумаем.
Маждада, Астан, когда слушаешь некоторых ватников, такое ощущение, что Кремль опять Чечню опять использует как разменную монету. Даже грабли в шоке. Да, не говори. Валейкум, ассаламу алейкум. Войнах ВП Аслан от он сурт смотреть приятно, как на огонь и воду. Валейкум салам. Так, тишина 19. Аслан, Россия, поняв, что чеченцы наивные, в большинстве неграмотные, да, вот это уже смывает. Совершенно верно. Американский ФБР. Аслан, какую цель ты преследуешь? Свободу, независимость своего государства. У меня в описании все написано там. Наказание виновных всех преступников за военные преступления. Так, сенатора Аслан, почему, где воюют российские войска, там всегда они пишут «добро пожаловать в ад». Почему главная ядерная ракета России называется «Сатана»? Россия это сатанизм? Да, это очень хороший вопрос, очень долг. И более того, у них на Красной площади, красной, названной в честь вот массовых казней, да, кровавая Красная площади, лежит труп человека, который отрицал Бога, который просто измывался как мог над людьми, убивал, и его последователи убили миллионы людей, начали Вторую мировую войну. Ну, короче, там много чего можно говорить. И Путин, и тоже, кстати, очень интересный момент. Главная задача сатаны, аузубилля, это убедить людей в том, что его не существует, да, это главное его достижение. И вот главное достижение Путина убедить людей в том, что это не он, что это сделал не он, что это сделал Кадыров, что это сделал там, что это сделал Пригожин, да, что это сделал там, их там нет и какие-то, и так далее, и так далее. Но это не он. Вот как то он, как не сатана. Аузу биллах минаш шайтан раджим. Просто самая большая сатана. Евгений Кошерной. Аслан, вы видели видео с офицером Российской Федерации, который выступал в одиночном пикете? Меня обманул Путин, и его менты повязали. Перезалил эти видео к себе на канал. Системе не нужны даже ее цепные псы. Да, конечно, Евгений, это же много раз это было. Сплошь и рядом такое было, и это как бы ничего в этом странного. Их потом выбрасывают. Пока они служат системе, они нужны. Как только не служат, все, пошли они. Так. Сенатора, там этот зиккурат, сатанинское устройство, зомбирование людей, зиккурат мавзолей, который постоянно просит крови. Я же говорил, Асан, что я гигант мысли. Да, это я полностью с тобой согласен. Я полностью с тобой согласен. Это самые настоящие сатанисты, самые настоящие. Кингом Шульц. Асан, как твои дела, как здоровье? Ну, все отлично, слава богу, все хорошо. Вадишмак, когда Чир получит независимость, то вы будете помогать добиваться независимости Черкесии, мы ваши братья.
Конечно, будем. Мы всегда будем поддерживать всех свободолюбивых, все народы, которые есть. Конечно, будем. В соответствии с международным правом всегда будем поддерживать всех. Кто добивается свободы, а как по-другому? Так. Юрий Власюк. Витание, Аслан. Вы честны, я вас слухаю, поважаю, салам. Я с вами, с и украинским народом. Дякую, Юрий. Дякую. Так, Эдуард Мамедов задонатил. Спасибо, Эдуард. Дима Карташев. Аслан, вы так и будете меня игнорировать? Нет, почему, Дима Карташев? Почему? Я вас не игнорирую. Просто я перематываю, может, так попадает. Так. Тишина 19. Ну, оставьте этого Тумсо. Аслан, тебе не нужен никакой стрим с Тумсо. Тумсо враг чеченской Адата, враг ичкерийца и друг Навального. Нет, я, знаете что, почему я хотел с Тумсо? Не потому, что там хотел там какую-то себе выгоду из этого извлечь. Просто этот человек рассказывает там многие вещи. Я хотел задать вопросы, он мне задаст вопросы. На что я смогу, я отвечу. На что он задаст. А вот перекрикиваться, как он там, тогда вначале он так, вначале начал там мне заявлять. Ну, я не знаю, он, это недостойно, да. Лучше два брата же, да, сели. Почему ты так видишь? Как ты видишь освобождение нашей Родины? Например, я вижу так освобождение нашей Родины. Юридическим путем мы должны добиваться деоккупации. Все основания для этого имеются. Займет это год, займет это 10 лет, займет это 50 лет, не имеет значения. Мы делаем не сиюминутную там удовольствие хотим получить, а мы добиваемся государственности, восстановления нашей государственности, наказания виновных. И даже если это через 50 лет будет, ну и все, мне без разницы. Даже если я сам не добьюсь этого, следующим я это передам, подготовлю как надо. Это такое дело. Не так, не получилось, бросил государство, получилось, супер. Это государство. Оно должно быть всегда, понимаете? И сегодня, если мы станем юридически, станем субъектом международного права, да, мы будем полноправным субъектом международного права, то мы будем навсегда, на 100 лет, на 200 лет, на 300 лет. Я хотел спросить у этих людей, вот, можуть аж, ой, шарутуть аж, ой, из цаху шмадатство, шаш бие хумнах цахич думачун, шайн бие дума цаха мачун, шаш бие шисура дешан, там джамаат ламаз да шайн бие цаха мачун. Цангумант и дахкаш, да, гэсхшан кела дит бокаш. Мне пишут прямо, если вы говорите, чем там демократия, лучше остаться в России, чем разница. Так и говорят. Мостовчу да, Исандек. Вот я хотел поговорить. Но он не хочет разговаривать, потому что у него нечего сказать. Есть только вот там. Сказал и сказал. Не имеет ни малейшего представления. Поэтому не говорите мне за это. Он вообще на другой волне. Пускай занимает чем хочет. ММА-1. Аслан, ты знаешь, что военные и силовики России презирают Рамзана Кадырова так же, как и остальных чеченцев? Да, я это знаю, конечно знаю. И я знаю, что Кадырова Рамзана хотят заменить, его готовят заменить. И его заменят, это нет сомнения. Но только пользы от этого ни для кого не будет. Мы за государственность. Основная цель государственности и наказание всех виновных. Не будет наказаны все виновные.
Русские уйдут от ответа, потому что главные виновные это Путин и вот эта Россия, имперская Россия. Они не должны быть, они не должны уйти от ответственности. Я категорически против того, чтобы противопоставлять ислам каким-то демократическим принципам и ценностям, потому что в самом исламе заложены основные демократические принципы закая. Конечно, мы не противоречим. Ну, международное право, я вот именно взять международное право, ну там 80-90% все, что есть в исламском праве, есть в этом международном праве. Да, они общие. И сидит какой-то человек, говорит, ты за шариат или за конституцию? И что ты ему ответишь? У меня есть конституция, но я не против шариата, не против ислама, не против мусульман. Но у меня есть конституция, которую должны мы соблюдать. И все, остальное меня не должно. Он не знает даже, что говорит. Ну, опять мы возвращаемся к этой теме, потому что это надо объяснить людям. Надо объяснять. Эдуард Мамедов, я думаю, это делается специально вас провоцировать. Это значит, что вы на правильном пути. Спасибо вам за эту работу. Спасибо, Эдуард. Да, я тоже так думаю. Новости. Вот с твоим вот этим ником новости, даже просто твой вопрос читать неохота. Но я его зачитаю, так как ты просто неправду пишешь. Аслан, но русский народ нам не враг и находится в такой же ситуации, какой и мы. Русский народ нам не враг, но имперский русский народ, он нам враг. А такого народа большинство, к большому сожалению, процентов 90-95 такого народа. Ну, может, поменьше чуть-чуть. Поэтому в такой же ситуации, как чеченцы, находить, это значит лгать. Нет. Как чеченцы не находится русский народ. Русский народ бомбами не бомбят. Там не утюжили огромное количество. Русский народ без вести не пропадает. Русский народ не обвиняет в исламском терроризме и просто так сажает. Когда там одну группу только создали русских, из мальчишек и девчонок, ну там молодых парней и девчонок, так ведь все журналисты писали, там матеря выходили, их никто не расстреливал и не убивал. А вы знаете, что чеченцев, например, не только чеченцев, мусульман, например, так поступают по-другому. Например, сейчас крымских татар, например, ущемляют. Так что не надо врать. Давайте честно говорить. Русский народ, он тоже находится в тюремном положении, но он находится на привилегированном положении. Понимаете? В тюрьме народов есть иерархия. И вот русский народ, он за смотрящего, он там за контролирующего, там, на хорошей, там, как это у них там называется, на зоне баланда у них хорошая, там еще там, на кухне они где-то, рабочие места у них хорошие. А у чеченцев самое плохое место. Их там как боевиков закидывают туда, там еще что-то делают. Поэтому не надо сравнивать русский народ и чеченский народ. Мы находимся в намного худшем положении. ММА-1. Аслан, ты не думаешь, что правит Россия генералитет, а не Путин? Конечно же, это не противоречит ММА-1. Конечно, генералитет правит. Генералы, в основном ФСБшники сейчас, да, и военные, они сейчас занимают большую роль. Но за ними стоит контроль Путина. И только кто-то открыто выскажет, что он будет против Путина, этот человек будет уничтожен. Как до этого уничтожались разные генералы. Для того, чтобы привести к сегодняшней ситуации, Путину пришлось уничтожить там разных генералов. Да? Мы помним о странных смертях там Казанцева, кто там был, Трошева, Лебедя. Разные такие происходили ситуации.
И Путин выстраивал эту систему. Да, есть Иванов, Сергей Иванов, есть Патрушев, это приближенные Путина, которые там есть. Но и над ними он, я думаю, занимает высшую ступень. Поэтому, так, конечно, генералитет, он управляет Россией. Да? Сейчас уже губернаторами назначают разных охранников, самых его приближенных людей, которые вот личное доверие у Путина есть, вот лично он им доверяет. Путину очень трудно, мне его жалко с одной стороны. Так, подождите, мне тут задонатил Азбек, дался Адоль Азбек. Без вопроса задонатил. Аладдин Восточный, да, Аслан, без международного права никуда и никак. Все наработанное ими мы должны применять и с их помощью, а когда создадим государство, Аллах, будем разговаривать на равных со всеми. Конечно. Сегодня это просто непонимание, оно очень нам вредит. Я вот выложу, мне должны перевод сейчас закончить с Полом Гоболом. Он очень искренне там вещи говорит. Я там задал ему вопрос, и он на них искренне, мне кажется, ответил. Мы никому не нужны, понимаете, кроме нас, самим себе. И кроме международного права мы ничего не можем апеллировать, ни к чему мы не можем апеллировать. Да, я тоже хочу, чтобы был рай на земле, я преступности, чтобы не было. Ханцеля. Чинов. Аслан, я в последнее время заметил, что Тумсо изменил свое поведение в разговоре, говорит те вещи, о которых ты нам говоришь. Я думаю, что он изменил направление в вашу сторону, и это хорошо. Валлахи, хорошо, валлахи. До того ночи, когда ты начинаешь что-то, ночи матла аляс, хотя доул эльч ночи, ишин пойд бишли, ишин гукан эрвалу, ханна, он ша иши ойл елдел, да, ши гукан дия, это провокация, шо. Так цо шаца ши рельшти хит, хан уиш и рельшти вот. Ху способностью цинга рельшти вот. Ху тулам, ху цинга, чтобы ху корматалел шуи рельшти вот. Просто и не есть нога, да эльчан, все, цагух манду идештек, оман деш манду. Цо исчат, цо дечула кисоцу, дидат и все. Если он это доносит, дох ух дуке и кьяття. Муга кьяття, доинс кьяття, югазван кьяття. Главное, кьята кьятан, хумма дуйку хуман. Просто так мадати, просто так цаум хира мадати, вай. Луак шин луак дица дуй, шин луак байгабуш. А милштешевич. Так, интерес, моя. Главное, правильно делать свое дело. Так, правильно, простота хуже воровства. Аудал хила, хумлача чула, хуже дубовок дуэ. Аудал хилва ищать. Это что? Аудал хилва ищать. Аудал хилара и преступление в нашем положении. Дела, кехта, дух, вала, дух. Қитсунгар үй шумда абсолютно. Цунгар цаннигар, я цаннигар хума үйш аш, со вацкуза. Со просто низ. Путлер террорист и оккупант. Путлер, ассаламу алейкум. О. Прима, Аслам, брат, с праздником Рамадан. Тебя и всех мусульман хочу поздравить. Милости Всевышнего и прощения. Пусть ваши молитвы будут услышаны Всевышним. Спасибо, брат. Спасибо. Я тоже всех мусульман поздравляю с праздником. И всем милости, прощения, сил нам выдержать этот месяц. Я думаю, это не сложно. Я думаю, все мы выдержим.
войнах ВП, Асан, я в Крыму с одним местным крымским татаром пообщался. Он в слезах говорил, по сравнению с Чечней у нас цветочки. Да, нас ущемляет, говорит, что самое обидное впереди у военных, когда видим чеченцев. Конечно, крымских татар, у них лайт-версия. При всем при том, что сейчас крымских татар по Хизбут Тахрир, да, она признана в России. Я несколько дел был, защищал Хизбут Тахрировцев, одного, по-моему, Узбекистана, мужчину, мне удалось там условным сроком, со штрафом вытащить из-под этого дела. Но Хизбут Тахрир признан террористической организацией и очень сильно по этому поводу преследуется. Поэтому весь мир, внимание всего мира пристально смотрит на это, на Крым и на крымских татар. И поэтому они беспределом не занимаются, но сроки паяют, фальсифицируя. Конечно, там током, может, ну, я, по крайней мере, не слышу, не убивают крымских татар так нагло, как они это делают на Кавказе и в Чечне, в частности. Поэтому я так думаю, конечно, у них цветочки. Так, я перемотаю опять. АЕГЧВ РПСО. Ассаламу алейкум, брат Аслан из Лос-Анджелеса. Ва алейкум салам, Лос-Анджелес. Геббельс Иванов. Аслан, твой эфир и чат рулетки я в Одноклассники скидываю. Да? Распространяешь. Аслан лайк, даёшь, лайки убирает, говорят. Номад Аси, Асан, у тебя мало подписчиков, потому что ты на чеченском 80% говоришь. Так тебя не станут смотреть, недальновидно, честное слово. Ну, во-первых, я 90% говорю на русском языке. А во-вторых, у меня достаточно подписчиков. И главное не количество, а качество. Так. Турпалхо Р. Ассаламу алейкум, Асан. Дүйцерг сунч, о, нис хит, ну, олег стак хитер волч. Эгур элдиз барт хилбиз вайн массире, тем более хайтум собар. Турп, ва алейкум салам, Турпалхо Р. Дам, дарит, я объясняю, как могу. Адилиш. А учишься, нюхай. Они объяснить, давай. Как могу, кенты? Чеберлой, де. Война, нюхай, цалазер, да, ду держан. Нагасан, цастаг, цанеq, حقلتن دولله سن مسوچ اغور كوك تيسوش خلوي وين отстагу дюцуш дерг ниси дуйхуш долуша, нис дуйхуша. Я уже даже сосредоточиться не могу. Марада, скон ты хочешь? Даже сосредоточиться не могу. Надо закругляться, по-моему, с эфиром. Так, Маждерс. Олег пропустил. Арсений, шариат и демократия несовместимые понятия. Что значит шариат? Да, давайте не будем. У нас есть конституция, кто хочет шариат, давайте себе ну, по-другому, кто хочет строить государство, в другом месте давайте.
Так, ММА один, Аслан, что если все чеченцы в один голос скажут, Рамзан, мы с тобой, и не будет ни ваххабитов, ни ичкерийцев? Что может быть в такой ситуации? Такое исключено. Хаздуаш ал Аслан, ходук виш бо ох. Да, едук да мула. Эдуард Мамедов. Был в Германии геноцид евреев и цыган в основном. А так вот, евреи получили компенсацию, а цыгане нет. Цыгане сильно разобщены. Если хороший пример, я думаю, надо действовать как еврейский народ. Да, об этом я и говорю. Ну, готовы, короче, остаться сами ни с чем. Главное, чтобы никому не досталось. Просто я удивляюсь. Иногда просто руки опускаются. Аслан, скажи, что нельзя противопоставлять шариат и демократию. Совершенно верно, БЗ. Совершенно верно. Чечня Ариэль. Аслан, про шариат. Нам же подходит турецкий вариант, как у Эрдогана. Демократия плюс политический ислам шариат. Конечно, мы можем по-всякому делать. Но, как говорится, в соответствии с нашей Конституцией. Садмин, Асан, у тебя четко определенная позиция, поэтому тебе верят и слушают тебя. Купер 9999. Так, ни одна арабская мусульманская страна ничего не сказала. Они приезжали в Россию в своих платках и халатах и целовались с русскими, говоря, что Чечня — это внутреннее дело России. Да, совершенно верно. Ах, Ой, вежри эльчана, да? Я просто не знаю, что ответить. Дама дуйвой вежри. Бусалбна вежри мон буйша берше. Ну, цу вежер шунца олда. Ас элдизи. Соқи чуац охунех позиция. Галгаша, короче, ца эли цаншин галгачу, ца эли шавол галга расстрелять то избо, да, цавиш мостки бу дикабац бу. Арбоша тергалца деш синце лет вай халдагин вай лача üç vay vejri bu центы вайтана вай кампа чалкца üç вай цахомаца üç bu. Я не понимаю этих людей. Что за двойные стандарты? Вайтвур, Асан, что ты думаешь насчет организации Хизбут Тахрир? Это политическое движение? Да, я считаю, что это политическое движение. Да. Так, господа, у меня уже мысли разбегаются. Мне кажется, уже закругляться пора нам. Эдди Галаска, Воло Мадас, да, надо. Дигду так, ой, талант, один короткий, Риор. Inte är dolsjugare om det alla, asta såna om alla.
Индиедол. Маргебатан сдалдер алдоэль. Поздравляю всех мусульман с праздником Рамадан. Желаю всего самого хорошего. Приятно было отвечать на ваши вопросы. Надеюсь, в следующий раз можно будет делать позже, после, наверное, уже этого разговения. Но не знаю, что из этого лучше. Просто будет уже поздно, все будут сыты и будет даже неинтересно. Все тогда. Всем до свидания. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.